Зовут меня Николай Валерьевич Захаров, мне 46 лет, и больше 20 из них я кручу баранку по нашей необъятной России-матушке. Я из тех водил, что до мозга костей пропитались запахом солярки и у кого гудок фуры в крови. Но сегодня я буду говорить не о рейсах, пробитых колесах или постах ДПС. Сегодня я расскажу вам историю, которая ранила больнее, чем 1000 километров пути с убитой подвеской. Это должен был быть всего один день дома после 15 суток в дороге, но то, что я увидел, разрушило все, что я строил все эти годы. Я тащил груз из Ростова-на-Дону в Воронеж. Рейс хороший, оплата вовремя. В этой жизни дальнобойщика начинаешь ценить каждый миг, проведенный дома, каждое объятие жены, каждую чашку кофе, заваренную с любовью. У нас с Надеждой как раз близилась очередная годовщина свадьбы, и я хотел устроить ей сюрприз. Дату возвращения я назначил на выходные, но мне удалось сдать груз раньше. В бардачок я положил подарочек, золотую цепочку, на которую она всегда заглядывалась в витринах, когда мы гуляли по центру. Черт возьми, я был так счастлив, сердце чуть из груди не выпрыгивало, словно я пацан, бегущий на первое свидание. Я припарковал фуру на стоянке раньше времени, никому не сказав ни слова. Хотел увидеть ее лицо, полное изумления, когда я появлюсь на пороге дома в неурочный час. Взял такси. По дороге еще заскочил в цветочный и купил букет алых роз. Потратил кучу денег. Но женщина заслуживает таких вещей, верно? Когда такси остановилось у моего дома в Лисках, снаружи все выглядело как обычно. Шторы задернуты, калитка на замке. Было 3 часа дня, жара стояла адская. Я расплатился с водителем и остался стоять, глядя на место, о котором так мечтал, когда в одиночестве гнал по ночным трассам. Я тихонько открыл калитку своим ключом, уже представляя себе сюрприз. Собирался войти на цыпочках, оставить цветы на столе, а потом позвать ее откуда-нибудь из глубины дома. И тут я услышал странный звук, доносившийся изнутри. Мужской смех. Сердце мгновенно ухнуло в пятки. Знаете, это чувство, когда все твое тело понимает что-то раньше, чем мозг. Вот это было оно. Я стал подкрадываться, медленно стараясь не шуметь. Штора на окне в гостиной была приоткрыта, и был виден кусок дивана. И вот там, браток, на том самом диване, который я купил с таким трудом, я увидел Надежду в объятиях другого мужчины. Они были там, в полной близости, в моем доме, на моей территории. Мужик этот был местный, некий Илья, механик из автосервиса у заправки, тоже женатый, отец семейства. Мир рухнул. Я почувствовал, будто меня ударили обухом по затылку. Цветы выскользнули из рук и упали на землю. Я стоял как вкопанный, не в силах пошевелиться, глядя сквозь щель в шторе на то, чего никогда не мог себе представить. Женщина, которую я любил, которую содержал своим потом, пролитым на трассе, вот так предавала мое доверие, ставя крест на нашей истории. Не знаю, сколько я простоял там, парализованный. Я мог бы ворваться, устроить скандал, разобраться с этим типом, но что-то внутри меня говорило «держись». Не унижаться, не показывать, что я раздавлен. Я сглотнул ком в горле, глубоко вздохнул, развернулся и ушел, не издав ни звука. Я вернулся на стоянку пешком, шагая по улицам как зомби. Подарок в кармане оттягивал его, будто весил тонну. Телефон звонил пару раз. Это была она, наверное, звонила узнать, где я, когда вернусь домой, притворяясь, что скучает. Я не ответил, пусть звонит. Когда я добрался до стоянки, мужики заметили, что со мной что-то не так. «Что случилось, Колян? Ты разве не собирался сегодня домой?» — спросил один. Я покачал головой. Планы поменялись. Это все, что я смог выдавить. Я залез в кабину своего КамАЗа, закрыл дверь и уставился в никуда. Это была самая длинная ночь в моей жизни. Лежа на спальнике, я не мог уснуть. Та сцена снова и снова прокручивалась в голове. 15 лет брака, коту под хвост, обещания, планы — все вдребезги.
И пока боль сжимала грудь, внутри зарождалось нечто другое. План. Она не выйдет сухой из воды. Она на своей шкуре почувствует то, что чувствую я. Она попробует тот же яд, но по-моему. Эта история только начиналась, друзья мои, дальнобойщики. И если вы проходили через нечто подобное, держитесь крепче, потому что то, что будет дальше, покажет вам, что дальнобойщик может быть спокойным, но никогда не будет ручным. Рассвело, а я уже снова был на трассе. Взял обратный рейс на Саратов. Мне было плевать на стоимость фрахта. Мне нужно было ехать, чувствовать ветер в лицо, оставлять пыль позади. Картина той сцены не выходила из головы. Она была как клеймо, выжженное в моих мыслях. Каждый поворот, который делала фура, и вот она снова, надежда в объятиях другого. Хуже всего было даже не видеть предательства. Хуже было вспоминать все, что я сделал для нее за эти 20 лет на дороге. Сколько раз я не спал ночами, чтобы отправить ей побольше денег в конце месяца. Сколько дней рождения племянников я пропустил. Сколько новых годов встретил один в кабине, жуя холодную еду на какой-нибудь затерянной заправке. И ради чего все это? Чтобы построить дом, чтобы обеспечить жизнь женщине, которую я любил. Мой КамАЗ пожирал асфальт, а я сидел с сердцем, разбитым на тысячи осколков. Телефон не умолкал, Надежда пыталась поговорить со мной. Сообщения сыпались одно за другим. «Любимый, ты где? Почему не предупредил, что снова уходишь в рейс? Я волнуюсь». Волнуется. Лучше бы ей и вправду волноваться. Я оставлял сообщения непрочитанными. Пусть сидит и ждет ответа, так же, как я ждал от нее уважения все эти годы. За окном проносилась трасса М4, которую я знаю как свои 5 пальцев. Яркое солнце плавило асфальт. Я остановился на заправке, чтобы заправиться и перекусить. Дядя Паша, владелец кафе, которого знает каждый дальнобойщик в этом регионе, сразу заметил, что что-то не так. «Коль, на тебе лица нет. Случилось чего?» Я чуть было не выложил ему все там же. Чуть не излил душу, но сдержался. Эта боль пока была только моей. Я сказал, что это просто усталость, что дорога выматывает. Старик не настаивал, но дал понять, что он рядом, если нужно будет поговорить. Я вернулся в кабину с чашкой черного кофе в руке. И тут снова зазвонил телефон. Это была она. На этот раз я ответил, но молчал, только слушал. «Коля, Коля, ты здесь? Почему ты уехал, не предупредив? Я думала, ты останешься дома хотя бы на день». Ее голос звучал обеспокоенно, но я мог думать только о ее лжи. Как можно предавать, а потом делать вид, что ничего не произошло? Как можно смотреть в глаза тому, кто отдал тебе всю свою жизнь, и так врать? «Взял обратный рейс. Нужно работать», — ответил я сухо, без эмоций. «Но, любимый, ты даже не предупредил. Я приготовила особенный ужин. Сделала твой любимый борщ с пампушками». Борщ с пампушками. У нее еще хватало наглости говорить о еде. Пока я 15 дней без остановки крутил баранку, она устраивала пир для любовника в моем доме, на моем диване. Я почувствовал, как кровь закипает в жилах. Мне нужно идти. Я за рулем. Я повесил трубку, не дожидаясь ответа. Телефон звонил еще несколько раз, но я позволил ему звонить впустую. Дорога тянулась километр за километром, а моя голова работала на 1000 оборотов в час. Это была не просто злость. Это была смесь разочарования, грусти, унижения. Я, Николай, уважаемый всеми, известный как человек слова, оказался обманутым в собственном доме. Именно тогда в моей голове начал зарождаться план. Я не собирался унижаться, не собирался устраивать скандалы, не собирался лезть в драку и становиться преступником из-за женщины, которая не смогла оценить то, что имела. Я буду умнее, расчетливее. Она на своей шкуре почувствует, что значит быть преданной. Она попробует тот же яд, но по-моему. В кабине фуры, в часы одиночества учишься много думать.
Есть водители, которые слушают музыку, есть те, кто болтает по рации, есть те, кто останавливается на каждой заправке. Я всегда был из тех, кто думает, анализирует, наблюдает, и теперь эта черта поможет мне нанести ответный удар. Она почувствует горький вкус предательства, но это будет необычное предательство. Оно будет рассчитанным, спланированным, продуманным до мельчайших деталей, потому что я, может, и простой дальнобойщик, с мозолистыми руками и обветренной кожей, но дураком я никогда не был. Я доставил груз в Саратов с мыслями совершенно о другом. Диспетчер даже пожаловался, что я был рассеян, чуть не ошибся в документах. Я извинился и поехал дальше. Никому не рассказал о случившемся. Эта история пока была только моей. Той ночью я припарковал фуру на придорожной стоянке и смотрел на звезды. Я вспомнил, как познакомился с Надеждой больше 20 лет назад на дне города в Камышине. Она была такая красивая, в нарядном платье. Я тогда только начинал работать помощником дальнобойщика. Это была любовь с первого взгляда. Мы построили жизнь вместе, кирпичик за кирпичиком, и теперь все было разрушено. Я плакал там, один в кабине, где никто не мог меня видеть. Мужики тоже плачут, братцы. Я плакал от ярости, от грусти, от разочарования, но я вытер слезы и принял решение. Эта история так не закончится. Надежда поймет, что значит предать того, кто тебя по-настоящему любит. Она почувствует то же сжатие в груди, ту же нехватку воздуха, то же отчаяние. Я завел двигатель и поехал дальше. Ночь была в самом разгаре, и дорога казалась бесконечной, как и боль, которую я чувствовал. Но теперь у меня была цель, план, который обретал форму, и это давало мне силы двигаться вперед, потому что на жизненной трассе, братишки, тот, у кого нет направления, в итоге оказывается на обочине. А я, Николай, мог быть ранен, но я все еще прекрасно знал, куда еду. Я провел почти 2 недели в дороге без остановки, берясь за любой рейс, который подворачивался. Самара, Уфа, Пермь. Я ехал туда, куда звала работа. Моя голова работала как новый двигатель фуры. Снаружи все было как обычно, а внутри я планировал каждую деталь того, что собирался сделать. Многие думают, что дальнобойщик — это просто мужлан, который крутит баранку, но тот, кто ходит по этим дорогам, знает, что трасса учит лучше любой школы. Надежда продолжала звонить, слать сообщения. Я отвечал мало, только самое необходимое. Отправлял деньги на карту, как всегда. Делал вид, что ничего не произошло. Она даже спросила, все ли в порядке. Говорила, что я стал другим. Я отвечал, что это усталость, что рейс тяжелый, что скоро вернусь домой. Сплошная ложь. Я собирал информацию, искал доказательства, связывал концы с концами. Я начал обращать внимание на ее социальные сети. Никогда особо не увлекался этим интернетом, но теперь следил за всем. Так я и узнал, кто этот тип. Его звали Илья Савельев, механик из автосервиса недалеко от нашего дома. Тоже женат, отец мальчика лет 8. На фотографиях всегда улыбается с семьей, а в свободное время развлекается на моем диване с моей женой. Однажды я припарковал фуру на стоянке под Саратовом и сидел, разглядывая фотографии этого Ильи. У меня был адрес сервиса, полное имя, все было там, легко найти. Ярость снова подступила, но я глубоко вздохнул. Я не буду делать глупостей, я буду хитрее его. Я узнал, что у его жены Катерины был небольшой магазинчик в городе. Женщина красивая, работящая, судя по всему, и не заслуживала того, что происходило, так же, как и я. Именно тогда вторая часть плана пришла мне в голову. Я вернулся в Лиски 3 дня спустя с грузом корма для скота. Сдал все как положено, и вместо того, чтобы ехать домой или на стоянку, направился прямиком к тому магазинчику. Я припарковал фуру на боковой улице и пошел пешком, сердце колотилось, в горле пересохло. Нелегко прийти и сказать женщине, что ее муж изменяет ей с твоей женой.
Магазинчик был маленький, но очень ухоженный. Катерина стояла за кассой, обслуживая какую-то женщину. Я подождал в углу, делая вид, что рассматриваю товары. Когда клиентка ушла, я подошел. Она посмотрела на меня с той дежурной улыбкой, с какой хорошо обслуживают клиентов. Не буду врать, это было трудно. Слова застряли в горле. Как рассказать о таком? Я начал издалека, представился, сказал, что я дальнобойщик. Я ходил вокруг да около, пока не осталось другого выбора. Пришлось выложить правду. Я видел, как ее глаза наполнились слезами, пока я рассказывал. Я показал ей доказательства, которые у меня были, сообщения, фотографии, которые я тайком сделал через окно своего дома. Она не хотела верить, но в глубине души уже подозревала. Сказала, что Илья вел себя странно последние месяцы, приходил поздно, придумывал отговорки о сверхурочной работе в сервисе. Катерина плакала, но не устраивала скандала. Она казалась сильной женщиной, из тех, кого жизнь уже научила глотать слезы. Она спросила, зачем я ей это рассказываю, чего я хочу. Именно тогда я и объяснил ей свой план. Я не хотел просто порвать с Надеждой. Я хотел, чтобы она почувствовала горький вкус предательства. Хотел, чтобы она страдала так же, как страдал я. И для этого мне нужна была помощь Катерины. Сначала она сомневалась, говорила, что не сможет притворяться, что она не актриса, но когда я рассказал ей в деталях, как нас обвели вокруг пальца, ярость вспыхнула и в ее глазах. Мы договорились встретиться на следующий день в ресторане за городом, чтобы обсудить детали. Я вернулся в фуру с легким сердцем. Впервые с тех пор, как я увидел ту ужасную сцену, я почувствовал, что контролирую ситуацию. Я больше не был беднягой, я был человеком с планом. Той ночью я припарковал фуру на своей обычной стоянке. Мужики подошли поболтать, поспрашивать о рейсах, потравить байки. Я вел себя, как обычно, будто ничего не происходит. Один из них даже спросил, не собираюсь ли я домой к хозяйке. Я сказал, что пойду завтра, что слишком устал. Спал в кабине, как всегда. Только на этот раз сны были не о надежде, а о плане, который я замышлял. Месть будет подаваться медленно, с чувством, с толком, с расстановкой. На следующий день я принарядился лучше обычного. Заехал в парикмахерскую, подстриг бороду, надел хорошую рубашку, которую хранил для особых случаев. Один из коллег даже пошутил, не собираюсь ли я снова жениться, если бы он только знал. Я встретил Катерину в условленном ресторане на окраине города. Она тоже принарядилась. Вживую она была еще красивее, чем на фотографиях. Мы сели за столик в стороне и начали прорабатывать план. Идея была проста. Мы будем делать вид, что у нас роман, появляться вместе в общественных местах, фотографироваться, позволим всему городу судачить. Пройдет немного времени, и слухи дойдут до Надежды и Ильи. И вот тогда цирк загорится. Катерина совсем согласилась. В глубине души, я думаю, она тоже жаждала мести. Нелегко быть преданной, когда твое доверие выбрасывают на помойку. Я сделал несколько фотографий с ней прямо там, в ресторане. Ничего компрометирующего, просто двое друзей болтают. Но это было только начало. Мы договорились о следующих шагах. Я вернусь домой, буду вести себя с Надеждой, как обычно, не подам и вида, что о чем-то знаю. Тем временем я буду потихоньку выстраивать историю с Катериной, одна встреча здесь, другая там, оставляя крошки, по которым пойдет молва. Перед уходом Катерина крепко меня обняла. Это не было романтическое объятие или объятие с намеком. Это было объятие того, кто разделяет твою боль, кто понимает, каково это — быть преданным тем, кому доверяешь больше всего. Я вернулся в фуру с более ясной головой. План был запущен. Теперь оставалось только выполнять каждый этап спокойно, без спешки. Месть — это блюдо, которое подают холодным, и я собирался подать его Надежде с особой тщательностью. Я отправил сообщение, что вернусь домой к вечеру. Она ответила вся на эмоциях, сказала, что приготовит особенный ужин,
что скучает по мне. Я сглотнул, читая эти лживые слова. Как можно врать с такой естественностью? Дорога многому учит человека, но она никогда не научила меня понимать ложь. Я медленно ехал обратно в Лиски. Каждый километр — новая мысль в голове. Часть меня все еще любила Надежду, другая часть хотела видеть, как она страдает так же, как страдал я. Это сложно, друзья мои, дальнобойщики. В сердце человека больше поворотов, чем на Уральских горах. Я припарковал фуру на стоянке и пошел домой. План был запущен, и пути назад не было. После той первой встречи с Катериной дело пошло по-другому. Мы оба были ранены той болью, которую испытывает человек, получивший удар ножом в спину, но вместо того, чтобы наделать глупостей, мы решили использовать голову. На следующий день я снова пришел в ее магазинчик. На этот раз мне не нужно было ничего изображать. Сотрудники уже видели меня там. Я подошел прямо к прилавку, отозвал ее в сторону, и мы начали оттачивать детали нашего плана. Идея была простой, но требовала безупречного исполнения. Мы вдвоем будем делать вид, что у нас что-то есть. Никаких объятий или поцелуев. Речь шла не об этом. Нужно было просто показать остальным, что между нами что-то происходит, и позволить городу говорить, позволить сплетням разлететься, пока они не достигнут ушей Надежды и Ильи. Первая часть плана — фотографии. Катерина взяла телефон и сделала несколько селфи со мной прямо в магазине. Я даже улыбнулся, чего не делал уже давно. Потом мы вышли и сделали еще несколько снимков на улице, как будто мы на обычной прогулке. Она опубликовала все в социальных сетях с теми загадочными подписями, которые умеют делать женщины. Новые времена, новые начинания. Жизнь удивляет, когда меньше всего этого ждешь. В тот же вечер я позвонил Надежде и сказал, что задержусь еще на несколько дней, что подвернулся срочный рейс в Уфу. Она стала такой ласковой по телефону, говорила, что скучает, что хочет меня видеть. Я проглотил ярость и сыграл как актер из сериала. Сказал, что я тоже очень скучаю, но работа ждать не может. Сказал, что скоро вернусь, что это всего лишь еще один рейс. На самом деле я остался в Лисках. Припарковал фуру на другой стоянке, где меня никто не знал, и начал встречаться с Катериной в стратегически важных местах города. Один день на площади, другой в популярной столовой, третий у ворот церкви после воскресной службы, всегда в местах, где было много знакомых, где люди любят совать нос в чужие дела. Катерина была умна, она знала, как играть свою роль, не переигрывая. Это не было похоже на поведение навязчивой, вульгарной женщины. Все было тонко, элегантно, прикосновение к руке во время разговора, более громкий смех, когда я что-то говорил, тот особый взгляд, которым женщины смотрят, когда заинтересованы в мужчине. Мелкие детали, которые любой наблюдательный человек заметил бы мгновенно. План потихоньку обретал форму, фотографии циркулировали в сетях, мы вдвоем появлялись вместе в городе. Слухи не заставили себя долго ждать. Лиски — город не маленький, но мир дальнобойщиков тесен, как и мир автомехаников. Вскоре друзья Ильи начали судачить. Соседки Надежды — сплетничать. Это был лишь вопрос времени, когда бомба взорвется. Однажды вечером я припарковал фуру на заправке на трассе М4, той самой, где есть хороший ресторан с домашней едой. Катерина приехала встретиться со мной. Мы сели за столик на самом видном месте, заказали еду и просидели, болтая, больше 2 часов. Это не было просто притворством. Мы действительно хорошо ладили. У нас были темы для разговоров, мы даже могли смеяться посреди всей этой болезненной ситуации. Она рассказала мне о своей жизни с Ильей, о том, как она боролась, чтобы построить свой магазинчик, пока он работал в сервисе, о их сыне, умном мальчике, который был гордостью семьи, о том, как она заметила, что что-то не так в последние месяцы, но не хотела верить, что это предательство. Я рассказал ей о своей истории с Надеждой, о годах на дороге,
о мечтах купить небольшой домик в деревне, когда я выйду на пенсию. Было странно делиться этим с незнакомкой, которая теперь притворялась моей девушкой. Но в некотором смысле Катерина понимала мою боль лучше, чем кто-либо другой. Она проходила через то же самое. Предательство оставляет в душе особый след. Это как шрам, который по-настоящему может понять только тот, у кого есть такой же. В ту ночь, когда мы прощались на парковке заправки, мимо нас прошел один из коллег-дальнобойщиков. Это был усач, старый товарищ по дороге, который хорошо знал Надежду. Он одарил меня той самой ехидной ухмылкой. Отпустил комментарий о том, что я в хорошей компании. Я изобразил неловкий смех и представил Катерину как особую подругу. Я знал, что меньше чем через 24 часа новость облетит всю стоянку, а оттуда дойдет до ушей моей жены. Именно так и произошло. На следующее утро позвонила Надежда. Ее голос был другим, немного дрожащим, как у человека, который сдерживает слезы или ярость. Она хотела знать, где я, почему до сих пор не вернулся домой, не затянулся ли рейс дольше, чем планировалось. Я отвечал спокойно, как будто ничего не происходило. И тут она сбросила бомбу. Сказала, что до нее дошли слухи, будто меня видели с какой-то женщиной в городе. Хотела знать, правда ли это. Я коротко усмехнулся. Сказал, что не обязан ей отчитываться, что я просто наслаждаюсь жизнью. Она настаивала. Голос уже срывался. Спрашивала, кто эта женщина, что я делаю. Именно тогда я и забросил наживку. Я сказал, что это просто подруга, владелица магазинчика, которая составляет мне компанию в эти одинокие дни. Молчание на другом конце провода было громче любого крика. Надежда точно знала, о ком я говорю. Она знала Катерину. Она делала покупки в ее магазине и, что хуже всего, знала, что Катерина – жена Ильи. Я повесил трубку, сказав, что мне нужно работать, что поговорим позже. План работал лучше, чем я ожидал. К этому моменту, я уверен, она уже звонила любовнику, рассказывала все, спрашивала, что происходит. Сумятица была посеяна. В тот же день я снова встретился с Катериной. Я рассказал ей о звонке, о том, как Надежда была шокирована. Она улыбнулась. Сказала, что Илья пришел домой в ярости, требуя объяснений, с кем она встречается, что до него дошли слухи в сервисе. План работал с обеих сторон. Мы решили усилить давление. Катерина пригласила меня на день рождения своего сына в выходные. Это был идеальный сценарий. Вся семья в сборе, друзья мальчика, соседи, и мы вдвоем, как будто мы пара. Это было жестоко, я знаю, но не более жестоко, чем то, что они сделали с нами. Мы вместе купили подарок для мальчика, машинку на радиоуправлении, о которой мечтает каждый пацан. Мы тщательно его упаковали, подписав открытку от нас двоих. В день праздника я приехал на своей фуре, вымытой до блеска, в новой одежде, со свежей стрижкой. Выглядело так, будто я иду на настоящее свидание. Праздник проходил в доме Катерины. Двор был украшен, дети носились повсюду. Взрослые болтали группками. Когда мы вошли вместе под руку, я почувствовал на себе все взгляды. Разговоры стихли, шепот усилился. Это было именно то, чего мы хотели. Илья, конечно, был там. Он же отец именинника. Когда он увидел меня, входящего с его женой, кровь бросилась ему в лицо. Я думал, он набросится на меня, устроит скандал, но Катерина его уже предупредила. Если он устроит хоть какую-то сцену, она расскажет всем о его измене с Надеждой. Так что он стоял, сглатывая слюну, с таким лицом, будто съел лимон. А я, делая вид, что не замечаю напряженной атмосферы, вручил подарок мальчику, был любезен со всеми, вел себя как новый парень Катерины. Это был самый странный день в моей жизни, но и самый удовлетворительный с тех пор, как я узнал об измене. Впервые я почувствовал, что вернул себе контроль над ситуацией. Я больше не был беднягой, преданным, рогоносцем. Я был парнем, который отвечал ударом на удар, той же монетой, без низости. Когда праздник закончился,
Я проводил Катерину до дома, всегда на виду у всех. Мы попрощались долгим объятием и поцелуем в щеку, прямо у ее двери. Илья наблюдал за всем изнутри, вероятно, кусая язык от злости. Я вернулся в фуру с чувством выполненной миссии. Семя было посеяно. Теперь оставалось только ждать плодов. После дня рождения сына Катерины город загудел, как растревоженный улей. История о дальнобойщике Николае и владелице магазина Катерине стала главной темой для сплетен. Мы с ней решили не сбавлять обороты. Нужно было довести дело до точки кипения. В воскресенье я, как и договаривались, заехал за ней, и мы вместе пошли в церковь. Вошли под руку, сели на видном месте. Я чувствовал на себе десятки любопытных и осуждающих взглядов. После службы мы не спешили уходить, здоровались со знакомыми, мило беседовали, изображая счастливую пару. Затем отправились в самое популярное кафе на центральной площади. Сидели у окна, пили кофе, смеялись. Каждая минута этого спектакля была пыткой и наслаждением одновременно. Пыткой, потому что приходилось играть на публику, а наслаждением, потому что я представлял, как эти слухи доходят до Надежды и Ильи. На стоянке «Сокол», на въезде в город, где собираются все наши, я специально заехал заправиться, хотя бак был почти полон. Катерина сидела рядом на пассажирском сиденье. Я вышел, поздоровался с мужиками, перекинулся парой слов с заправщиком, а потом как бы невзначай представил Катерину. А это Катя, моя хорошая подруга. Ухмылки, которыми меня одарили, говорили сами за себя. Игра шла по моим правилам. Наши встречи с Катериной становились все более искренними. Мы больше не обсуждали только план мести. Мы говорили о жизни, о детях, о мечтах. Я узнал, что она всегда хотела стать дизайнером, но жизнь заставила ее заняться торговлей. Она рассказывала о своем сыне с такой нежностью, что у меня щемило сердце. Я делился с ней своими историями с дороги, рассказывал о местах, где бывал, о людях, которых встречал. В этих разговорах мы находили утешение, поддержку друг в друге. Мы были два одиноких, преданных человека, которые случайно нашли друг в друге родственную душу. Тем временем телефон мой разрывался. Надежда звонила без конца. Когда я все же отвечал, на меня обрушивался шквал обвинений и вопросов. Она кричала, плакала, умоляла. «Коля, что происходит? Весь город говорит, что ты с ней. Ты разрушаешь нашу семью. Как ты мог?» В один из таких разговоров я не выдержал. «Семью? Надя, это ты о какой семье говоришь? О той, что ты строила с Ильей на нашем диване, пока я горбатился на трассе?» Мой голос был ледяным. На том конце провода повисла оглушительная тишина, а потом рыдания, отчаянные, полные растерянности. Она пыталась что-то лепетать про ошибку, про то, что я все не так понял. Я все понял правильно, Надя. Я видел, своими глазами. Так что теперь я просто развлекаюсь, так же, как и ты. Я бросил трубку. Через несколько минут позвонил разъяренный Илья. Он орал, угрожал, обещал сломать мне ноги. Я спокойно выслушал его тираду. «Прежде чем угрожать, ты бы лучше за своей женой следил. А еще лучше за своей совестью, если она у тебя есть». Ответил я и отключился. Вечером того же дня мне позвонила взволнованная Катерина. Илья устроил дома жуткий скандал. Он был в ярости, обвинял ее во всех смертных грехах. Она не осталась в долгу и выложила ему все, что знала о его похождениях с Надеждой. Ссора была страшной. Катерина, забрав сына, уехала к матери. На мгновение я почувствовал укол совести. Наша игра заходила слишком далеко. Невинный ребенок страдал из-за разборок взрослых. Я предложил Катерине все прекратить, но она была непреклонна. «Нет, Коля. Они должны пройти через это до конца. Они должны почувствовать всю ту грязь, в которую нас окунули». Мы решили нанести финальный удар. В городе намечался большой праздник, День металлурга, который у нас отмечают с размахом.
Народные гуляния, концерт на площади, салют. Идеальное место, чтобы появиться вместе и закрепить нашу легенду. Я приехал за Катериной. Она была невероятно красива. В легком летнем платье, с уложенными волосами, с сияющими глазами. Глядя на нее, я поймал себя на мысли, что мне уже не нужно притворяться. Мне было хорошо рядом с этой сильной, красивой женщиной. Мы гуляли по праздничному городу, держась за руки. Встречали знакомых, улыбались, принимали поздравления с новой парой. Мы ели сладкую вату, катались на колесе обозрения, смеялись. На какое-то время я забыл о боли, о мести. Я просто наслаждался моментом. И, конечно, мы их встретили. Надежда и Илья стояли в толпе у сцены. Увидев нас, они замерли. Лицо Надежды исказило гримаса боли и ревности. Илья побагровел от злости. Я крепче сжал руку Катерины и, глядя прямо им в глаза, улыбнулся. Мы прошли мимо, оставив их стоять посреди шумной толпы, растерянных и униженных. Когда прогремел финальный залп салюта, я понял, что спектакль окончен. План сработал. Они почувствовали то, что чувствовал я. Но странное дело, победа не принесла мне удовлетворения. Внутри была пустота. Проводив Катерину, я вернулся в свою фуру. Я сидел в тишине, глядя на огни ночного города. Месть свершилась, но боль никуда не ушла. Я понял, что пора ставить точку, настоящую финальную точку в этой истории. Я взял телефон и набрал номер Надежды. «Нам нужно поговорить. Серьезно. Завтра. В кафе на стоянке». Она согласилась сразу. В ее голосе слышалась надежда. Глупая. Она все еще думала, что сможет все вернуть, но я знал, что возврата нет. Настало время для последнего, самого трудного разговора. Не прошло и 2 дней после праздника, как бомба взорвалась по-настоящему. Я был на стоянке, ковырялся в моторе, руки по локоть в мазуте. Воскресное утро, солнце палит нещадно. И тут я вижу, как на территорию въезжает знакомая вишневая девятка, которую я сам же Надежде и покупал. Сердце ёкнуло. Час расплаты настал. Я сделал вид, что не замечаю ее. Продолжал возиться с двигателем, но внутри все кипело. Она припарковалась и пошла ко мне. Издалека было видно, глаза опухшие от слез, сама бледная, осунувшаяся. Совсем не та цветущая женщина, которую я видел с Ильей. Мужики на стоянке, заметив ее, притихли и стали потихоньку расходиться, делая вид, что у них появились неотложные дела, но оставаясь на расстоянии, чтобы не пропустить представление. Новости в нашем братстве разлетаются быстрее ветра. Все уже были в курсе. Надежда подошла, глаза полные слез. «Коля, зачем ты так со мной? Зачем ты с ней? Неужели наши 15 лет ничего не значат?» Ее голос дрожал. Она плакала, разыгрывая драму, как умеют только женщины, пытаясь разжалобить. Я молчал, вытер руки ветошью, медленно закрыл капот. Она продолжала, повышая голос, говорила, что любит меня, что все можно исправить. И тут прозвучал тот самый вопрос. «Ты правда мне с ней изменяешь?» Слово «изменяешь» из ее уст прозвучало как насмешка, как будто святая говорит с грешником. Тут я не выдержал. Я посмотрел ей прямо в глаза. «У тебя хватает совести говорить об измене. Ты пришла сюда требовать от меня верности после того, что сделала, после того, как я видел тебя с этим Ильей на нашем диване, в нашем доме». Ее лицо побелело. Она попыталась отрицать, лепетала, что я сошел с ума. Но глаза ее выдавали. В них был страх и вина. «Я все видел, Надя. В тот день я вернулся раньше, хотел сделать тебе сюрприз на годовщину, а сюрприз ждал меня. Лучше не придумаешь». Тут ее прорвало. Она зарыдала в голос, уже не притворяясь. Упала на колени, начала каяться, говорить, что это была ошибка, слабость, что Илья ее соблазнил. Стандартный набор оправданий. На мгновение мне стало ее жаль. Все-таки 15 лет из жизни не выкинешь. Но потом я вспомнил ту боль, то унижение, бессонные ночи в кабине.
Она не думала о моих чувствах, когда была в объятиях другого. Тебе понравилось, Надя? Понравилось быть на моем месте? Понравилось, когда весь город шепчется у тебя за спиной? Понравилось чувствовать вкус собственного яда?» Она смотрела на меня, не понимая. А потом до нее дошло, что все это было игрой, что я и Катерина все это подстроили. Осознание ударило ее, как молния. «Ты, ты жесток! Ты играл с моими чувствами!» — закричала она. Я рассмеялся. Горько, безрадостно. «А ты думала о моих чувствах, когда развлекалась с ним в нашей постели?» Вокруг уже собралась толпа. Мне было все равно. Пусть смотрят, пусть слушают. Мне больше нечего было скрывать. Надежда попыталась обнять меня, умоляла дать ей шанс. Я отстранил ее. «Все кончено, Надя. Я лучше останусь один до конца своих дней, чем буду жить с женщиной, которая меня не уважает». Она так и осталась стоять на коленях, рыдая, пачкая платье в пыли и мазуте. Сцена была тяжелая, даже у меня кошки на душе скребли. Но я был тверд. «Встань, не позорься. Поезжай домой. Я скоро приеду за вещами. Квартира останется тебе. Мне ничего не нужно». Она медленно поднялась, лицо мокрое от слез и грязи. «Ты меня не простишь?» «Предательство не прощают, Надя. Его забывают, а я забыть не смогу». Я развернулся и пошел в сторону кафе. Мне нужен был кофе и тишина. Через некоторое время я услышал, как завелся мотор ее машины. Мужики подошли, хлопали по плечу, говорили, что я все правильно сделал. Усач, самый старый и мудрый из нас, просто сел рядом и молча налил мне стопку водки. Слова были не нужны. В ту ночь я впервые за долгое время спал спокойно, словно камень с души свалился. На следующий день я позвонил Катерине, все рассказал. Она сказала, что Илья тоже все узнал, сначала бесился, а потом плакал, молил о прощении. Она думала дать ему второй шанс ради сына. Я не стал ее осуждать. У каждого свой путь. А я свой путь выбрал. Дорога. Я забрал свои вещи из теперь уже чужого дома, оставив на столе обручальное кольцо и записку. «Будь счастлива». Закрыв за собой дверь, я почувствовал и грусть, и облегчение. Я сел в свой КАМАЗ, завел мотор. Впереди меня ждал рейс на Мурманск. Тысячи километров, чтобы подумать, чтобы залечить раны. Телефон звякнул. Сообщение от Надежды. «Я все равно буду тебя ждать». Я удалил его, не читая. Фура тронулась. Жизнь продолжалась, как колеса моей машины, унося меня все дальше и дальше, в новую жизнь, где есть только я, мой верный грузовик и бесконечная дорога. Прошло полгода с той памятной сцены на стоянке. 6 месяцев я мотался по стране, не останавливаясь. Рейс за рейсом, город за городом. Дорога лечит. Каждый километр, как бинт, ложился на мою израненную душу. Сейчас я стою на трассе Кола, где-то между Петрозаводском и Мурманском. Полярная ночь. Небо переливается огнями северного сияния. Красота такая, что дух захватывает. В такие моменты и думаешь о жизни, о прошлом, о будущем. Боль от предательства Надежды притупилась, превратилась в ноющий шрам, который иногда напоминает о себе. Мы развелись быстро и тихо. Она не спорила, не делила имущество. Я оставил ей все, забрав только фуру. От общих знакомых я узнал, что она все-таки сошлась с Ильей. Катерина не смогла его простить, узнав о новых изменах, и выгнала окончательно. Теперь два предателя вместе. Что ж, совет им да любовь. С Катериной мы иногда переписываемся. Она с сыном переехала в Питер, открыла там небольшое ателье, осуществила свою мечту. Сильная женщина. Я рад за нее. Может, когда-нибудь наши пути еще пересекутся. А я продолжаю свой путь. Дорога стала моим домом. У меня нет больше адреса, нет рутины, кроме рейсов. Иногда бывает тоскливо, одиноко. Но потом я смотрю на закат где-нибудь под Красноярском или на рассвет над Байкалом и понимаю, что это и есть свобода. Я научился заботиться о себе. В кабине у меня теперь всегда термос с травяным чаем, как учила бабушка. Мята для спокойствия,
ромашка для сна, зверобой от тоски. Простые вещи, которые помогают, когда ты один на один с дорогой и своими мыслями. Эта кабина видела все. Мои слезы, мою ярость, мое отчаяние. Но она же видела и мое возрождение. Я стал сильнее, мудрее. Я понял, кто мои настоящие друзья. Усач, который поддержал в самый трудный момент, стал мне как брат. Он как-то сказал мне: «Колян, жизнь — та же дорога. Есть и ямы, и ухабы, и крутые повороты. Но если ты хороший водитель, ты всегда доедешь до места назначения. А твое место не в этой боли, а там впереди, где ждет тебя покой». И я еду. Еду к своему покою. Километр за километром. Не спеша. Что ждет меня впереди? Новая любовь или вечное одиночество? Не знаю. Да и не важно. Главное не стоять на месте, двигаться вперед. Жизнь на колесах изменила меня. Раньше я гнал, чтобы вернуться домой, к надежде. Теперь я ехал, чтобы быть в пути. Дорога перестала быть средством, она стала целью. Я начал замечать то, на что раньше не обращал внимания. Как меняется природа от региона к региону, какие разные люди живут в нашей стране, какие у них лица, какие говорят. Однажды под Новосибирском у меня сломался генератор. Ночь, мороз под 30, до ближайшего населенного пункта 50 километров. Я уже готовился к худшему, как рядом остановился старенький Урал. Вылез мужик, лет 60, в тулупе. Посмотрел, крякнул, достал инструменты и часа 2 при свете фонаря возился с моим КАМАЗом. Починил. На мои попытки сунуть ему деньги только отмахнулся. «На дороге все свои, сынок. Сегодня я тебе помог, завтра ты кому-нибудь поможешь». Мы выпили с ним горячего чаю из моего термоса, поговорили за жизнь. Он оказался бывшим геологом, всю жизнь по тайге да по тундре. Рассказал столько историй, что на целую книгу хватит. И я подумал, вот она, настоящая Россия. Не в городах-миллионниках, а здесь, на бескрайних просторах, в простых сильных людях. В другой раз на Урале я подобрал на трассе паренька с рюкзаком. Студент ехал автостопом на Байкал. Всю дорогу мы с ним болтали. Он рассказывал про свои мечты, про путешествия, про то, как хочет изменить мир. Я слушал его и завидовал его молодости, его вере в лучшее. Он напомнил мне меня самого, когда я только начинал крутить баранку, когда казалось, что вся жизнь впереди, и она будет долгой и счастливой. Прощаясь, он подарил мне маленькую деревянную фигурку нерпы, которую вырезал сам. «Это на удачу, дядя Коля», — сказал он. Эта нерпа теперь всегда со мной, стоит на приборной панели. Бывали и тяжелые моменты. Однажды зимой на трассе Амур я попал в страшный буран. Видимость — 0, снег стеной, ветер такой, что фуру с дороги сдувает. Пришлось встать на обочине и ждать. 2 суток я просидел в кабине, занесенной снегом по самую крышу. Топливо на исходе, еда тоже. Было страшно. В такие моменты и начинаешь переосмысливать всю свою жизнь. Я думал о Надежде, о том, что если бы не ее предательство, я бы сейчас сидел дома, в тепле, в уюте. Но потом я гнал эти мысли прочь. Лучше замерзнуть здесь, в снегах, свободным человеком, чем жить во лжи и унижении. На 3-ю сутки пришла помощь. Пробился трактор, расчистил дорогу. И когда я снова выехал на трассу, я почувствовал себя так, словно заново родился. Я перестал бояться одиночества. Я научился быть наедине с собой. В кабине моего КАМАЗа весь мой мир. Книги, которые я начал читать в долгих рейсах, музыка, которая помогает не уснуть за рулем, фотографии родителей на приборной панели. Я начал вести свой блог «Дневник дальнобойщика». Просто рассказывал о своей жизни, о дороге, о людях. И, к моему удивлению, это оказалось интересно многим. Люди писали комментарии, делились своими историями, поддерживали. Я понял, что не одинок. Таких, как я, много. Людей, которые ищут свой путь, свою дорогу. Недавно я был в Питере, привез груз. Позвонил Катерине.
Мы встретились, погуляли по городу. Она похорошела, расцвела. Рассказывала про свое ателье, про успехи сына в школе. Мы сидели в маленьком кафе на Невском, пили кофе, и я смотрел на нее и думал, что, может быть, не все еще потеряно. Может быть, когда-нибудь я смогу снова довериться женщине. Но я не спешил. Рана еще не зажила до конца. «Ты счастлив, Коля?» — спросила она. Я задумался. «Я спокоен, Катя. А это, наверное, и есть счастье». Мы попрощались тепло, как старые друзья. Она сказала, чтобы я заезжал, когда буду в Питере. Я обещал. Сейчас я снова на трассе. Впереди тысячи километров. Но теперь я смотрю на них по-другому. Это не просто работа, это моя жизнь, моя свобода, мой путь. Вот такая история, братцы. Не сказка со счастливым концом, а реальная жизнь, где бывает больно, но где всегда есть шанс подняться и поехать дальше. Если вы сейчас проходите через что-то подобное, держитесь. Любая буря заканчивается. И помните, главное на дороге жизни — не упасть, а суметь подняться.